Так вот, было у меня такое как-то желание вот с Феодосии. У меня очки. Очки что-то запотели, да? Это доехать от Феодосии до Севастополя по ЮБК, по нижней дороге, ну, где меньше машин. Вот, каждый день где-то по 80-100 километров. Вот. Останавливаться чисто в гостиницах или в гостевых домах таких нормальных. Вот. Взять с собой рюкзак. Вот. Ну и да, ехать, сколько там до какого-то места доезжаю, расстал, заселился, переночевал, зарядил батареи, на следующий день встал и погнал дальше. То есть получается туда надо доехать и потом назад. Но это надо посмотреть, сколько там расстояние отсюда до Севастополя. Километров 400 или нет. Ну, до Ялты где-то 200 где-то. И там еще. Ну там еще где-то, наверное, где-то сколько, 100 с чем-то, да? Ну да, где-то под 400, наверное, километров. Но вот именно было такое желание, именно по ЮБК, по нижней дороге. Там, где перевалы, все, это подъемы, спуски. Но пока что-то никак. Да, это получается, если по 100 километров в день, это, ну, грубо говоря, пускай 5 дней, да, в одну сторону и 5 дней в другую сторону. Да, где-то дней 10 надо. Вот такие дела. Но пока я езжу так, на небольшие расстояния. 50, 40, 60, там 70. Может быть, когда-нибудь. Но это надо ехать весной, вот, да, весной. Летом у меня нету времени, а вот весной, когда более-менее уже потеплело, вот тогда надо ехать. Да, только весной надо. Зимой не поедешь, холодно. Осенью тоже холодно. Но осенью можно в октябре, в принципе. В ноябре уже так прохладненько, а в октябре вот еще, да, тепло. Это надо подготовиться, в смысле того, что найти места, где будут останавливаться. Ну, эти вот гостиницы, гостевые дома. Ну, в Судаке, например, я знаю пару мест таких неплохих. Вот. А вот дальше я не знаю где. Но вот до Судака сколько? Километров 50, да? Вот, допустим, в Судак доезжаю, останавливаюсь и потом дальше еду. Вот от Судака можно доехать, в принципе, ну, где-то в район Солнечногорского, Рыбачья, вот где-то так.
Да, 100%, там до 100 километров. Вот. Да. 100 километров. Это где-то в Рыбаче можно остановиться, а потом уже в Алуште. А потом где? А потом уже можно в Ялте. А с Ялты можно до Фароса, например. А с Фароса уже до Севастополя. Ну, как-то так. Но единственное, меня смущает, там, получается, ехать, получается, от Ялты. Можно, кстати, на старое Севастопольское шоссе свернуть и выехать аж почти на вот, Фаросе, чтобы меньше машин было. Вот. Чтобы меньше было машин. Вот. А вот уже с Фароса до Севастополя, там уже, да, там вот другой дороги нету, блин. Там придется ехать именно по дороге, блин, вот той. По той дороге, да, придется ехать там с машинами. Там, конечно, не очень. Гудини, Мальвини. Штырлячки запотели. Вроде не пил. Вроде не пил. Верхняя часть очков что-то запотели. Короче, да, примерно вот так вот. До Судака, до Рыбачьего, до Алушты, до Ялты, до Фароса и до Севастополя, до Скота. Судак, Рыбачья, Алушта, Ялта. 4, 5, 6. 6, короче. Вечно пьяным 6 гостиниц. я мог бы да. стать рекой, быть 6 темною гостиниц, да, надо. Вечно молодой, вечно пьяный. Так, все, погнали на звездопад воспоминаний. Что-то встречный ветер, падла. Вечно молодой. Встречный ветер фигачит. Вечно молодой. Он с бородой. Сегодня тоже красивый закат. А что с очками у меня? А, ну да. Запотели. Малость. Кто-то молодой, Ладно. кто-то Едем. пьяный. Едем так, пока что. Хочет стать рекой. Так что вот так, как-то да. Получается 6 этих надо Вечно делать молодой, остановок. вечно пьяный. Ну прикольно, да. Вечно молодой. Прикольно. Только вот единственное, да, меня смущает дорога. Вечно молодой. Дорога, да, вот так. От Фароса в Севастополь. По трассе вместе Вечно с молодой. потоком, там же основная дорога. Все там едут. Вечно молодой. Ну, хотя, может, и не нафиг тут надо Севастополь. До Фароса отлично, а чё бы нет. До Фароса, да, по Старосевастопольскому шоссе до Фаросской церкви
потом с Форосской церкви спуститься в Форос, какую-то там снять гостиницу, переночевать и стартануть обратно. Офигенно вообще. Да, Севастополь тут не нафиг он надо. Хотя бы вот до Фороса жахнуть такой маршрут. Такое мини-путешествие по восточному и южному побережью Крыма. Вот так. Прикольно, да, прикольно. Ну, наверное, километров 300 должно быть. Вот. Даже можно на весь маршрут на турбо ехать. Я же с собой возьму 3-й аккумулятор. И вот на турбо весь маршрут вообще супер. Ну, это уже будет не скоро. Это я так сейчас думаю. Сейчас лето уже все. Это уже может быть в октябре, может быть. А там посмотрим по делам, по обстановке, по всему. Да. Вот это я придумал, да, так необычно, так интересненько. Я еще так не ездил. Все время езжу вот от дома, куда-то поехал, домой вернулся. Что здесь, что в Ялте, что в Сочи. А чтобы именно куда-то ехать, так и где-то ночевать, потом опять ехать, так еще ни разу не практиковал я. Ну, прикольная идея, да. Можно так куда-нибудь жахнуть. Да, прикольно, прикольно. А что там? Что там надо? Ну, правда, одежка, да. Одежка вот. Ну, в курточке в одной можно поехать. Ну, в какой-то ветровке, допустим. Да и в штанах в одних. Вот. А единственное, надо с собой эти взять, да, парочку этих. Я ж езжу в этих, как они называются. В общем, велосипедные эти труселя с памперсом. Вот, чтобы мне так сильно было больно ездить, чтобы не сильно натирало. И, короче, да, это надо парочку взять с собой, там, менять. В одних проехал день, во второй день другие поменять, где даже может и постирать. Вот. И, короче, что еще нам надо? Ну, штаны, куртка, это в одних можно ехать, да. Запасную брать не надо. Носки, носки ты можешь, можно постирать на следующий день. Ну, одни взять с собой запасные, да. Но это фигня, все это легкое. Памперсы эти, носки, это легкое все. Вот. А что еще надо? Так, аккумулятор, понятно. Ну, насос маленький, понятно. Зарядки 2. Переодеваться в чем, типа? Ну да, взять какую-то шорты, футболку там в гостинице в чем. Шорты, футболка. Вот. Полотенце там везде есть. А так, что еще?
А так не знаю, что еще. А так не знаю, что еще можно взять. Ну да, в чем в гостинице? В шортах, футболке, эти взять. Шлепки. Шлепки. Ну и все так. А что еще надо? Ну да. Шлепки, шорты, футболка. Ну это можно в рюкзак, да. Да, это чтоб не вешать багажник там. Ну может какую-то сумочку еще купить. Есть сумочки, вешают на подседельный штырь назад. Чтоб не сильно рюкзак был, да, нагружен. Ну так, в принципе, все, да. Из основного так все. Ничего больше не пригодится. Ну, по мелочи там, то понятно, зарядки для телефонов там. Что там еще? Сзади машина едет. Да, так, что еще? Больше ничего и не надо. Все чисто такое, да. Ну, аккумулятор запасной, третий положить в сумочку в переднюю. Туда можно положить одежду, шорты, футболка, там памперсы еще, да. В принципе, это поместится все. Вот. А так, что еще? А в рюкзак запасные аккумуляторы, да. И этот. Запасные аккумуляторы для батарей в рюкзак. И по мелочи там всякое разное. И все. И больше ничего. Ну, можно, да, какую-то сумочку купить, чтобы... Или подседельный штырь. Просто багажник не хочу. Впадло. Багажник вешать. Надо какую-то сумочку или подседельный штырь, или куда-то там еще придумать. Вот. Это просто хаос. Просто потому что
сейчас вот, это может то, что я на скорости еду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Звездопад воспоминаний. Подъем на звездопад воспоминаний пошел. Вот здесь есть дорога такая. Сворачиваешь вот здесь где-то и погнал через лесок туда на виноградники и выезжаешь в деревню на Николаев. Там травы сколько. Если успеем, рванем. 2019. Мы вроде как должны успевать. Просто сильно по темноте не хочется ехать. Гнал, а в итоге на 10 минут раньше подъехал. Вот даю. Да. Он закатик еще. Он еще закатик. Фух. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Жарим сало на подъеме. Да не, сейчас переключимся, чтобы не сильно прям напрягаться. Оп, 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 оп. Фух. Птички летают. Фух. О, давай, сальцо, жарься. Давай, сало. Жарься, сало. Тучи там с левой стороны. Вон. Офигеть. Туча такая. Фух. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пусть говорят. Все, свет сзади потушили. Звездопад, там он старый Крым сзади. Когда едешь вечером, видно с той стороны огни старого Крыма, горят домики. Свет горит в домиках. Ух. Фух, сделаем. Выключим звук. И фары тоже можно уже
выключить. Мы все равно уже доехали. Да, мы тут постоим минут 5 и поедем назад. Так, что там пищит? Сколько? 50 километров? Ха. Ты че, с дуба рухнул? 50 километров показывает нам Garmin. О, 50 километров, да. Фу. Да. Фу. 50 километров. Вот тут сколько народу. Фу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Фу. 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 Вот наше местечко. Вот здесь вот. Опа. Капец, тишина такая. Ой. Фух. Ой. А мы поедем вот там ниже. Потом. Вот там тропа идет, она на Никово выходит. Вот там скалы такие. Вот такие делишки. Тихо так вообще, кайф. Ого, там какие облака. Он впереди, там он, офигеть. Облачка. Да. Прикольно, прикольно. Облачка. Вон такое облако над старым Крымом. Сейчас заснимем. Вон. Красота. Ух, красота, ляпота. Так, все. Погнали. Такая красота. Ляпота. Едет машина сзади.
Пустим, пускай едет машина. Все, погнали дальше. Ух, красота. Красота, ляпота, красота, ляпота. Сейчас свернем на виноградники. Фазан, ага. Ха. Фазаны, да, тут летают. Так, ну что, сворачиваем направо здесь сейчас. Где там этот поворот направо? Заросли тут, вот он, да. Погнали сюда. Заросли тут такие, капец. Каменюки. Прокатимся здесь. О! Да, тут каменюки такие, капец. О! О, давно я тут не ездил. Тюльпанчики. Тюльпанчики, вы мои. Розочки, тюльпанчики. О! Капец, тут щебня, блин. Что мне кажется, что тут больше щебня, чем было. Сейчас тут будет спуск, да, по-моему, ну да. Спуск небольшой. Ну тут, конечно, да, дорога так себе. Побитая, разбитая вся. Ну, понятно, грунтовая дорога. Что еще говорить, как бы. Грунтовая дорога. Понятно, что она, какая она еще будет. Опа. Вот тут надо перелазить. О, такой, блин, этот опасненький. Опа. Опасный такой этот переход. И посередине яма. Вот такой вид отсюда на озеро Бараколь.
А тут винограда столько. Ну тут какой-то, видно, наверное, виноград такой элитный. Раз они здесь ямы везде перекопали, чтобы никто тут машинами не смог ездить. Но зато ты ж машину можешь поставить там и пешком, блин, пройти все. Пешком же ж пройти можно ж. Ого, тут заросли. Пешком прошел и все. О! Капец, тут травы сколько. Обалдеть. Виноград уже такой, да. Зеленый прям. Скоро уже будут собирать. О! Да, прикольно здесь. Или на мотоцикле что-то же могут проехать. На велосипеде вот тоже можно проехать, как бы. Птичка, давай взлетай. Да, поля такие. Много-много здесь винограда. Скоро будут собирать. Да, ну заросло тут, конечно, капитально все. О, лесогузка. Вон звездопад воспоминаний вверху. Прикольно. Ух ты, камень. Фига себе. Тут тоже вот перекопали, тут машины никак вообще. Без вариантов. Только на велосипеде или на мотоцикле. О! Ну да, машина тут никак не проедешь. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Вон он, звездопад воспоминаний вверху. Ау, ау. Эге-ге. Ага-га. Красавец. Отсюда, конечно, вид совсем другой. Эге-ге. Ага-га. Фотографию надо сделать. Так, ну чё, погнали дальше. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно я тебя найду в горах, где бы ты ни ездил, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут щебня столько, капец. Просто. Туру-ду-ду. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. А где же ты меня найдешь? Фу. Ну вот, спускаемся дальше. Теперь надо спуститься в деревню на Никола. Деревушку. Ветки
тоже травы столько уже стало, капец. Заросли вообще прям. И здесь они тоже перекопали, чтобы машинами никто не ездил. Там сейчас чуть дальше, да. Сейчас покажу, где они перекопали. О, вот здесь перекопано. Чтоб не ездили, да, сюда машинами. Ну там джип-туры там или еще кто. Или так на всяких уазиках. Только для мотоциклистов оставили проезды и для велосипедистов. Ну а как? Так и есть как бы. Только мотоциклисты могут проезжать и велосипедисты. Ой, тропиночка такая интересная. Опа. Прикольно вид отсюда. Красивенький. Ну что, погнали дальше. Надо выезжать на деревушку, а потом уже в сторону Коктебеля ехать. О! Щебень, камни, щебень, блин. Капец просто. Камни тут. Вечерок. Что там видно? Что-то в камеру. Или уже ни черта не видно. Обещала. Обещала. Что ты обещала нам? Скажи. А что я вам обещала? Ничего вам не обещала. Вы придумали. Так, ладно. Уже почти спустились в деревню. Так, а где тут дорога? А вот она. Тоже заросла вся. Не понял даже сразу, куда ехать. Вот тут, как обычно, канавы одни. Опа! Сейчас, секундочку. Видно еще. А, еще видно. Уже батарея садится. Так что до новых встреч в горах, на трассе и на набережной. Нам осталось чуть-чуть. Ну там сколько нам? Километров 10 где-то осталось нам. Километров 10, да, осталось. Let's
Трассу в деревню Наникова. Погнали до Коктебеля, а там на Орджоникидзе в горы жахнем. Ну, по трассе, да, можно ехать нормально, притопить даже. А могли бы там ехать, вон видно огонек, где горит, там вот гостиница, кафешечка, там где собираются эти летчики, которые на парашютах летают, парапланеристы. Там с кафешечки такой вид бомбезный. Могли бы ехать там, но мы выбрали другую дорогу. О, хорошо вечером катнуть так. Сзади машина. Озеро Бараколь. Вечернее. Сейчас подъем, да? Вроде. Ну да. Небольшой подъемчик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Оу. А вот если подняться на вот эту возвышенность, прикольно видно с оттуда озеро. Сколько у нас там? Время 20:51. Виноградники. Прямая трасса. Вышли на прямую, можно и притопить. Красота.